7 лет за преступление. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете наказание за ту острую ситуацию, которая повсеместна в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд Файзабадского района приговорил местную жительницу к 7 годам лишения свободы за доведение до самоубийства своей невестки. Гособвинитель требовал для Бибикалон Назировой, обвиняемой по делу о гибели Манараи Абдуфатох, 8 лет колонии. Тело 25-летней Манараи Абдуфатох было обнаружено с 26 ножевыми ранениями в квартире, которую она снимала с детьми в Файзабаде. Следственные органы сначала сообщили о самоубийстве, но родственники покойной изначально выступили против этой версии и добились пересмотра дела. Близкие Бибикалон Назировой, вынесенный 1 ноября приговор суда Файзабадского района, не комментируют. Абдуфатох Мисоков, отец Маноры, остался доволен приговором суда, хотя, по его словам, дочь уже не вернуть. Правосудие все-таки восторжествовало. Этот приговор должен стать уроком для других свекровей, чтобы они не доводили своих невесток до самоубийства, добавил он. На заседании суда 24 октября Бибикалон Назирова признала конфликты с невесткой, однако заявила, что эти инциденты не могли стать причиной самоубийства. Ранее адвокат Назировой попросил суд переквалифицировать обвинение о доведении до самоубийства, чтобы к его подзащитной можно было применить закон Республики Таджикистан об амнистии и освободить ее от уголовной ответственности. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, достаточное ли это наказание? И справедливое ли? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Пока неизвестно, обжалуют ли стороны конфликта приговор Файзабадского суда. Тем временем остается без ответа вопрос, как Манараи Абдуфатох смогла нанести себе 26 ножевых ранений. 2 июля Генпрокуратура Таджикистана опубликовала официальное сообщение, в котором говорится, что молодая женщина ударила себя кухонным ножом по шее и животу из-за жесткого обращения родственников, вследствие чего образовалось сильное кровотечение. Женщину, истекающую кровью и в бессознательном состоянии, обнаружила ее тетя, которая позвала сестру и брата женщины и с их помощью отвезла ее в больницу. Но, несмотря на оказание первой медицинской помощи, Абдуалимзада Манараи Абдуфатох скончалась из-за сильного кровотечения, говорилось в сообщении. Близкие Маноры настаивают на том, что она никак не могла нанести себе 26 ножевых ранений. У Манараи Абдуфатох остались 3 маленьких детей, самому старшему 6 лет, самому младшему 1,5 года. В Таджикистане, по словам экспертов, убийства и самоубийства женщин часто происходят в результате домашнего насилия. Во многих случаях правоохранительные органы возбуждают уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Но не все уголовные дела доходят до суда. Нередко расследование прекращается из-за того, что у наложившей на себя руки женщины якобы выявляют психическое заболевание. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!